Ну а мы продолжаем, и мы видим, что власть словами выражает поддержку, сочувствует. А будет ли поддержка в действиях? Поддержка в действии в данном случае означает ряд шагов. Первое – это по примеру Черноморнафтогаза, когда Верховная Рада все предыдущие годы с боями, а в этот раз у них получилось как-то очень тихо и спокойно, принимает закон, который запрещает банкротить крымскую компанию. Нам необходим закон, нам необходимо что-то. Помните, как в этом собачьем сердце, да, нам необходима какая-нибудь бумажка, которая запретит отключать АТР от сетей. То есть в любом государстве должно взять на себя обязательства. Потому что это, во-первых, это же вопрос не только первое, это двойная проблема. Во-первых, недофинансирование прошлого года привело к образованию задолженности. Во-вторых, в этом году не поступило новое финансирование из-за того, что у них появились правила, что необходимо каждого, кто делает новости, с ним необходимо заключать контракт, а новости для телеканала АТР, те, которые снимаются в Крыму, снимаются волонтерами, которые рискуют жизнью. Какой контракт? О чем вообще речь? Какой конкурс на оккупированной территории? То есть это двойной обмен. И обратите внимание, они все говорят о возобновлении финансирования. Друзья мои, но даже те 50 обещанных миллионов, которые не дают из-за того, что невозможно провести конкурс на оккупированной территории, ведь они же не включают 15 миллионов задолженности за прошлый год. Извините, даже когда здесь выражают сочувствие, уже 15 миллионов украли. Ну, объективно. Поэтому в данном случае необходимо что-то, что обеспечит не за счет телеканала АТР, а за счет государства и его вещания. Вот это первое. Второе, что необходимо. Абсолютно понятно, что телеканал АТР, зарплата работников и так далее, по примеру Суспільного мовника, должна пойти по защищенным статьям. Деньги на развитие канала, на новые программы, понимаете, на расширение вещания. Это вопрос действительно государства, выделения средств от Министерства культуры или из бюджета, как угодно. То есть это на развитие. Но такие вещи, как оплата работы и обеспечение функционирования телеканала на каком-то определенном базовом уровне должны быть защищены. Мы не видим ничего этого. Ничего подобного нет. Никто не обсуждает. Никто не пытается вникнуть в один очень важный момент. В отличие от всех остальных украинских СМИ, которые работают для оккупированной территории или освещают вопросы оккупированной территории, как то Крым Реалии, ЮАКрым, когда-то ЮАТВ, телеканал АТР не стоит с ними даже в одном ряду. Потому что телеканал АТР в силу обстоятельств, в силу того коллектива, который он вывелся, и в силу того, что он делал в момент оккупации и после оккупации, не спуская ни украинских флагов и так далее, он остался единственным крымским СМИ в Киеве. Это не украинская СМИ, которая вещает на Крым. Это крымская СМИ, которая вещает из Киева. Это совершенно другие вещи. Это надо понимать и разработать государственную стратегию, дать по рукам всем этим новаторам, которые считают, что закрыв АТР и запустив там что-то на ЮАТВ, очередную платформу на оккупированную территорию, додав туда квартала и прочих там песен с плясками, они каким-то образом обеспечат потребность жителей оккупированного Крыма в информации. Это не так, потому что сейчас они лишают не только телеканала АТР возможности вещать, они лишают возможности жителей Крыма рассказывать о себе. То есть вот в этом и есть основная проблема.